Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Долгожданный ЕГЭХ в Якутске завершился. Теперь очередь за регионами страны. В Москве праздник встречи лета состоится 8 июля, а в Петербурге 9. А вот в Калининградской области наши земляки уже отметили праздник белого изобилия. О том, как прошел ЕГЭХ в самой западной точке России, в материале Надежды Посельской. Обряд очищения и благословения. Именно с Алгыза начинается любой ИСЭХ. Калининградская область не исключение. На берегу Балтики якутский национальный праздник проводится уже в 5-й раз. Юбилейный год собрал более 200 гостей. Я исполнял обряд Алгыз. Все повторяли за мной. Если кто хорошо сделает, будет хороший урожай, будет мир во всем мире. И я желаю всем добра, счастья, мира. Как встретишь год, так его и проведешь, гласит народная мудрость. В Калининграде будет сытно. ИСЭХ отличился изобилием национальных блюд. Гостей угощали кумысом, традиционным саламатом и оладьями. Я знаю, что в суровых условиях крайнего севера и вечной мерзлоты могут жить только крепкие духом, дружные люди. Хочу искренне от души поздравить наших земляков с Якутии с данным национальным праздником. Якутские песни и национальные танцы стали украшением праздника. И какой же ИСЭХ без осухая? Кстати, концертную часть провели артисты из Нюрбинского улуса. А еще ИСЭХ – это праздник единения. Калининградская тюльга объединила якутян и представителей других национальностей. Спасибо всем нашим друзьям, землякам, что пришли сегодня на наш праздник традиционный. Всем большое спасибо, мы очень рады. Вот так дружно, с улыбками на лицах и чувством единения в душе в Калининградской области вступили в Новый год. Встретили якутское лето, благословили духов и зарядились энергией солнца. Надежда Посельская, Андрей Бойц, Григорий Николаев, Калининградская область. Ну а возвращаясь к новостям столицы республики, миллионному жителю вручили 1 000 000 рублей. В Национальном центре медицины состоялась торжественная выписка миллионной жительницы Якутии. Поздравить семью пришли близкие и гости. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо. Подробнее о семье Ануфриевых смотрите в следующем материале. Родители назвали дочку якутским именем Саина. Имя произошло от слова «саин», которое переводится как «лето». Девочка появилась на свет 23 июня в 2 часа 47 минут, весом чуть более 4 килограммов, длиной 56 сантиметров. В семье Ануфриевых Саина вторая дочь. Гаврил и Арина живут в Мирном. 15 лет назад молодые люди переехали в алмазную столицу. В тот же год они познакомились и связали свою жизнь браком. Оба работают в алмаздобывающей промышленности в компании «Алроса». Новость о том, что пара стала родителями миллионной жительницы, была неожиданностью. Слава богу, у нас все хорошо, и у меня все хорошо. Ребенок растет, крупненькая. Вообще даже не знала, что, оказывается, должен был родиться миллионный житель Якутии. Вообще даже не предполагала. Вообще даже не думали, что может такое случиться, не представляли себе. Просто думали, лишь бы все хорошо, все благополучно получилось, вышло бы, да. И тут поздравили, позвонили, и для нас это было очень-очень большим удивлением и счастье такое. Да, я очень мечтала о сестренке уже очень давно. Очень обрадовалась, когда она появилась. Была в шоке. На выписку пришли родственники, близкие и гости. Семье вручили сертификат республиканского целевого капитала «Дети столетия» на сумму 100 000 рублей, а также сертификат на предоставление регионального материнского капитала на сумму 232 000 рублей. Сегодня республика – лидер по рождаемости на Дальнем Востоке и занимает по этому показателю 7-е место по России. Этому поспособствовала мера по поддержке материнства в виде целевого капитала «Дети столетия», действие которого продлили еще на 5 лет. Если говорить о статистике и сколько детей после того, как у нас дети столетия родились, вот, у нас в этом году родились более 5000 граждан вот, по данным июня.
Большой подарок новорожденная Саина получила от Алмаз-Эргиен-банка. Миллионному жителю Якутии банк подарил сертификат на сумму 1 миллион рублей на образовательные цели. Общественный куратор Национального центра медицины первая леди Якутии Людмила Николаева также поздравила семью с этим значимым для региона событием. Она поделилась, что для малышки ювелирами изготавливается эксклюзивный оберег. Марферина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. Пришедший в Якутск летний зной все чаще заставляет жителей города искать места, где можно охладиться. Для некоторых спасением становится даже не работающий еще официальный городской пляж, а для других местом отдыха в жару становятся городские фонтаны. С архитектурными оазисами столицы знакомился Петр Лукин. Площадь Орджоникидзе давно стала одним из самых узнаваемых мест Якутска, во многом благодаря фонтану, радующему горожан круглый год. Зимой благодаря почти сказочной иллюминации, ну а летом это место притяжения для всех, кто желает охладиться в зной. Высота купола фонтана 8,5 метров, а его диаметр составляет 13 метров. И самое удивительное, почти все коммуникации фонтана спрятаны под землей. Все техническое обслуживание фонтана происходит здесь, под землей. Сюда заходят механики и регулируют подачу воды, чистят форсунки и другие оборудования. Вот уже более 10 лет обслуживанием фонтана занимается компания «Альфа-Ранг». В их полномочия помимо стандартной уборки, чистки системы, замены воды и установки насосов входит также и управление напором и струями воды. Как отмечают специалисты, почти у каждой струйки свой выверенный алгоритм движения и направления. За это время нам удалось обслуживать все фонтаны города Якутска. К ним относятся, фонтан на площади Орджоникидзе, фонтан на сквере Тружеников тыла. В течение года, летнего периода, до осени, до 31 августа его обслуживаем. В обслуживание входит в основном это чистка. Причем фонтаны для Якутска не редкость. Помимо двух главных городских, есть также фонтаны на озерах Щорса и Теплом. Также в городе можно найти настоящие артефакты фонтанной архитектуры, брошенные или неработающие фонтаны во дворе ЗАГСа, около цирки и даже во дворах многоквартирных домов. Один из них накаливается 1/1. Специалисты отмечают, все эти фонтаны объединяет одно – купаться в них категорически запрещено, несмотря даже на сильную жару. На балансе это фонтан на площади Орджоникидзе и фонтан Труженики тыла. На сегодня, у нас обслуживающей организацией является ООО «Альфа-Ранг», которые непосредственно запускают эти фонтаны и содержат на протяжении всего сезона. Конечно же, в фонтанах нам купаться нельзя. Во-первых, это простудиться возможно, да. Во-вторых, это, конечно же, у нас всякие разные опасные заболевания можно прицепить. Сегодня все больше фонтанов появляется во дворах многоквартирных домов и разных районах Якутска. Из последних ярких примеров двор на 203-м микрорайоне и микрорайон Прометей. Там эти архитектурные элементы уже давно стали местом отдыха гостей и жителей Якутска. Петр Лукин, Семен Семенов, Якутск. 27 июня прошла презентация книги «История бокса Якутии». Автором-составителем выступил Родион Кривогорницын, ранее издавший такие книги, как «История спортивных игр Дети Азии», «История спортивной борьбы» и «История развития физкультуры и спорта Мегино-Кангаласского улуса». Книга была издана по заказу Федерации бокса Республики. Существенную поддержку оказала Федерация бокса в России в лице генерального секретаря Татьяны Кириенко. 2 тома, более 1000 страниц с использованием материалов газет и документов Национального архива погрузят читателей в ценную, увлекательную и богатую историю развития бокса республики. Книга идет в хронологическом порядке, начиная с 1956 года, когда был проведен первый официальный чемпионат республики, Якутской автономной республики, и охватывает 2022 год. То есть отражается вся 66-летняя история развития данного вида спорта. В книгу включены все наши прославленные боксеры, начиная с первого мастера спорта Советского Союза Артема Никифорова и заканчивается 22 годом это выступлениями Георгия Балакшина в 2008 году и Василия Егорова, его победой на чемпионате России. Лето – это не только долгожданная жара, но и еще пора летних видов спорта. Профессионалы считают, что благодаря уличному спорту можно развить наиболее важные качества для здоровья. Свежий воздух, свободное и активное передвижение позволяют оставаться в тонусе. Тренеры по боксу и самбо предпочитают проводить утренние тренировки на пляже. По их словам, детям больше нравятся активные занятия на улице. А у любителей летних видов спорта, например, пляжного волейбола, бодрость и хорошее настроение начинаются с уличного спорта.
наша спортивная школа находится в районе 203-го микрорайона, то мы в летний период стараемся проводить тренировки, то есть на свежем воздухе, на улице. И расположение как бы близкое, и то есть такой спортивный уголок здесь оснащен и перекладинами, то есть детям интересно. Также мы детям проводим и походы, то есть выезжаем на природу, чтобы им было более интересно, потому что лето короткое, и стараемся проводить активно. Пляж на 202-м микрорайоне действительно удобен для проведения коротких спортивных мероприятий. В течение дня сюда приходит поток людей ежедневно, особенно в утреннее время. Мы занимаемся по часу, там большие нагрузки для тех, кто взрослый, помладше, маленькие нагрузки. В основном мы проводим время за боями, за спаррингами. Всегда тренер придумывает что-то интересное и новое и не дает нам скучать на тренировках. Утром мы занимаемся со скакалкой сначала, потом разминка перед спаррингами, потом бои. Спортклуб «Хату-Север» проводит здесь тренировки в летний период. Построили площадку в 2018 году спортивную, и вот на ней проводим тренировки. Мы всю зиму с зала не выходим, не хватает воздуха, может где-то. Здесь свежий воздух, пляж. Пляж славен своими волейболистами. Кто-то приходит заниматься один, кто-то собирает маленькую или большую компанию. Кира любит приходить утром на пляжный волейбол со своим другом. Она рада наступлению времени для уличного спорта. Передаю привет моей маме, Давиду, Егору Павловичу, моим сестренкам и сестре. Волейболом я занимаюсь уже 2 года. Летом можно выйти поиграть в пляже, то есть пляжный волейбол. Желательно, конечно, пляжный волейбол играть утром. Это идет как разминка и бодрость на весь день. Начинается с пляжного волейбола. Волейбол — это движение. Мне нравится играть, мне нравится быть в команде, быть командой. Мне нравится просыпаться рано утром, приходить, пока никого нет, начинать с разминки и играть час-полтора, может 2. Любой вид спорта на свежем воздухе поможет оздоровиться. Особенно приятное занятие на пляже. Песок, вода, легкий ветер и деревья создают незабываемую атмосферу и отличное настроение. Влада Слепцова, Илья Сыромятников, Якутск. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Якутия 24 и будьте в курсе всех событий. С вами была Мария Кадышевская. Увидимся в эфире.